Звонок о возгорании на пульт диспетчерской службы 01 поступил в 1:12. Горел деревянный дом по улице Толстого, 45. Пламя полыхало так сильно, что груши на дереве, растущем рядом, буквально запеклись. На место происшествия прибыли 2 пожарных расчета. К удивлению огнеборцев, здесь уже вовсю действовал молодой человек, живущий по соседству, проливая водой здания, расположенные рядом с горящим домом. Как выяснилось, Тимур, так зовут бесстрашного парня, уже помог выбраться хозяину строения из полыхающего дома. Тем самым он спас мужчину от неминуемой гибели. Это дело было где-то в 1 ночи. Лежал в комнате, в телефоне с девушкой общался. Слышу какие-то крики, и собака начала что-то, подозрительно лаять. Я такой, решил выйти, думал, вдруг драка там, может быть, все. Выхожу и вижу то, что огонь, пожар горит. И сразу же начал бежать на место пожара. По ходу начал кричать, чтобы вызывали пожарных. Они сказали то, что уже вызвали. Стояли пока люди. Я не думая, сразу начал предпринимать попытки к тушению и спасению соседа. Перепрыгнул через забор, разбилось все окна, помог ему вылезти. И начал принимать первые меры тушения, и чтобы не распространился огонь на соседние дома. Тимур Загитов сам из Межгорья, учится на 3-м курсе экономического факультета Сибайского института БГУ. В Сибае живет у бабушки, чей дом находится в конце улицы, на которой произошел пожар. У парня перед глазами всегда был достойный пример – отец Тимура, пожарный. Скорее всего, помогло то, что папа пожарный, выезды, когда он совершал, бывало, с ним выезжал, смотрел, говорили тоже. Все эти сотрудники, друзья, говорили, что делать в первую очередь при пожаре, чтобы на огонь на соседние дома не перебирался. То, что проливку делать крыш, такие действия. Когда лес, разбивал, не боялся этого. Было важно, чтобы спасти человека, чтобы, не было Чувство страха Нет, не было. Не хотел, чтобы жертвы тоже были на тупике. И не было такого. Страшно было, что это так. По словам потерпевшего, им оказался мужчина 1960 года рождения. Он поставил на плиту чайник и пошел смотреть фильм по телевизору. Во время просмотра он уснул, чайник выкипел, плита перекалилась и загорелась. Мужчина, находившийся в состоянии легкого опьянения, спал так крепко, что разбудить его смог только звук разбиваемого окна. Это Тимур пытался проникнуть в дом, чтобы вытащить спящего хозяина. Владелец и, судя по всему, виновник пожара выбрался через окно самостоятельно, получив при этом резаные раны рук. Но главное, человек остался жив, а мог бы погибнуть, задохнувшись от угарного газа. Истинные причины огненного происшествия в данный момент устанавливаются. Побольше бы таких студентов, как Загитов Тимур, благодаря его героическому поступку, самоотверженности, умению найти правильное решение в экстремальной ситуации, была спасена жизнь человека. Хотел бы сказать спасибо Сибайскому институту БГУ за такого студента с высоким моральным, долгом. Руководство пожарной части 45 будет ходатайствовать в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан о том, чтобы наградить Тимура медалью за спасение погибавших. В данный момент готовятся документы на представление к награде. Алена Полянская, Дамир Хайбулин, телекомпания СТВ.